На прошлой неделе под эгидой Центральной избирательной комиссии состоялась первая международная электоральная конференция с участием представителей политических и общественных институтов нашей страны, а также с участием представителей других государств в качестве международных экспертов. Основной заявленный посыл мероприятия – это обмен опытом и новыми технологиями в контексте выборов, совершенствования демократических институтов в нашей стране. Дмитрий Зурабович, хотелось бы услышать от вас более детальную характеристику мероприятия. Спасибо за вопрос. Дело в том, что сама программа международной электоральной конференции, она у нас зародилась здесь, в Центральной избирательной комиссии, и мы решили в промежутках между практикой, то есть выборными процессами, организовать такого рода мероприятия с привлечением независимых международных экспертов для того, чтобы наше отечественное законодательство приводить в соответствие с международными нормами. Вы знаете, что в период выборов парламентских, президентских постоянно идут в обществе споры о том, что выборное законодательство не совершенствуется, что оно имеет пробелы. Мы с этим полностью согласны. Вот поэтому и общественные деятели, и депутатский корпус, и ученые, они должны все вместе в совокупности выводить такие нормы, которые будут для нашего отечественного законодательства необходимыми и самыми эффективными, для того, чтобы те нормы, которые прописаны, и правила проведения выборов, чтобы они были более понятны, четкие и справедливыми. Поэтому мы пригласили на международную конференцию независимых экспертов из дружественных нам стран, в первую очередь, из Российской Федерации, из Южной Осетии, из Приднестровья наши коллеги были, также из Никарагуа приезжали к нам специалисты. Также отдельно благодарность хотел бы выразить тем специалистам, которые приехали из Сербии, из Французской Республики, из Португалии, Аргентины, Бразилии. Это независимые эксперты, которые, несмотря на то, что их гражданская принадлежность находится в тех странах, которые нас не признали, тем не менее они выразили желание поучаствовать в этой конференции для того, чтобы с нами поделиться своими теоретическими и практическими знаниями. Поэтому их такая позиция, смелая позиция, несмотря на те санкции, которые сегодня у нас происходят, они прибыли на территорию Республики Абхазия. Также хотел бы поблагодарить тех, кто содействовал данной конференции. Это наши коллеги из Центральной избирательной комиссии России, которые нам предоставили качественных переводчиков, синхронистов, которые со своей техникой они перевели с разных языков те доклады, которые были озвучены у нас на встрече. А их было не менее 15 докладов. В общей сложности около 40 человек приняли участие на нашей конференции, и мы с приветственными адресами и речью выступили на нашей встрече представитель Конституционного суда Республики Абхазия Диана Эдуардовна Пилья, а также секретарь Общественной палаты Гули Михайловна Кичба, уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анна Руслановна Кишмария. Все те заявленные темы, которые у нас по программе были озвучены, они все касаются международных электоральных процессов, выборного законодательства. И поэтому та актуальность, которая, на наш взгляд, существует, мы ее постарались реализовать. Темы докладов, которые были озвучены, они будут опубликованы, и наша широкая общественность об этом тоже будет возможность ознакомиться с этим. В свободном доступе, Да. да? Судя по вашим словам, вы считаете, что мероприятие было продуктивным? Я думаю, что те гости, которые у нас были, и те местные отечественные специалисты, они оценку дали, и в видеорепортаже это все будет озвучено. А с нашей стороны мы все необходимое сделали для того, чтобы все провести на высшем уровне.
Тема вашего доклада на конференции – выбор как форма реализации народного суверенитета, где вы подчеркнули, что, цитирую, выборы – это не просто политическая процедура, а ключевой правовой инструмент, через который народ подтверждает свое право быть основой государственной власти. Конец цитаты. Прокомментируйте, пожалуйста, основную мысль вашего доклада. Дело в том, что моя тема «Выборы как форма реализации народного суверенитета», я ее обозначил для того, чтобы подчеркнуть и донести до наших международных экспертов, что является актуальным, важным для нашего общества и для нашего народа. Вот. И сам принцип народного суверенитета в демократической стране заключается в том, что в подлинном построении существующего суверенного государства, выражающееся в том, что государство, реализуя свои качества верховенства внутри страны и независимости на международной арене, должна опираться на публичный интерес государственно образующего народа. Каким образом народный суверенитет воплощается в жизнь? Через демократические правовые выборы. То есть, если мы говорим о суверенитете государства, если мы говорим о народном суверенитете, тогда это взаимные понятия, которые взаимосвязаны. Что я хотел подчеркнуть? Суверенитет государства не бывает без суверенитета народа. Мы, когда проводим выборы главы государства, когда проводим выборы в парламент, народное собрание, когда голосуем за действующую конституцию, таким образом мы выражаем свою волю своего народа. Вот. И вы знаете, что в Конституции Республики Абхазия указывается, что единственным источником власти и суверенитета является народ Абхазии. Это прямо в первой главе указано, во второй статье. Поэтому народ, когда голосует за своих представителей, законодательный орган власти или за главу государства, они должны понимать, что они наделяют своих избирателей тем мандатом, который они должны будут потом уже воплощать народный суверенитет. То есть они дают им такое доверие, а со своей стороны избранники, они уже этим доверием должны будут воплощать в жизнь те прописанные механизмы, которые они должны выполнять. То есть взаимная ответственность должна быть между избирателями и теми людьми, которых избирают на выборные должности. И в данном случае народный суверенитет как раз таки подчеркивает то, что через выборный механизм мы реализуем свое право на самоопределение. Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что именно референдум 1999 года одновременно с избранием первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба первым президентом страны, в этот год, в 1999 году, был проведен референдум о независимости Абхазии, где народ Абхазии практически 99-100% проголосовали за действующую конституцию, где прописано о том, что мы суверенное независимое государство, утвердившееся по праву народа на самоопределение. То есть в моей теме отражалось то, что это мировая практика, это то, что мы в современной Абхазии через демократические институты, выборные институты проводим во власть ту политику, которую поддерживает народ. И Центральная избирательная комиссия в данном случае является механизмом для реализации народного суверенитета. Инструментом своего рода. Как вы говорили ранее, в вашей конференции принимали участие международные эксперты, один из которых большой друг Абхазии Вито Гритани, дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории в Италии. Миссия наблюдателей – помогать, а не судить. Его ключевая фраза. Прокомментируйте, пожалуйста, факт по взаимодействию со специалистами из других стран. Широкой аудитории, не политикам, хотелось бы знать ваше мнение, более доступное объяснение. Данный международный эксперт, он имеет уважение не только в Абхазии, но и во всем международном сообществе. Он имел возможность несколько президентских кампаний увидеть воочию, как проходит избирательный процесс на территории Абхазии, также на парламентских выборах неоднократно был. И его тезис о том, что не судить, а помогать, то это один из принципов для международных наблюдателей, потому что
дело здесь не в критике, а в том, чтобы подчеркнуть те недостатки, которые они со своей стороны, как специалисты, наблюдают за ходом избирательного процесса, Исходя из опыта. исходя из своего опыта. Принимающая сторона, она должна делать вывод, какие были сделаны замечания, насколько они были конструктивными, и дорабатывать и законодательство, и практику. Потому что мы строим независимое суверенное государство и признаны рядом стран, но за нашими выборами наблюдает весь мир. Чем больше мы будем открыты для специалистов в первую очередь, которые в этом разбираются, из разных стран, даже из тех, кто нас не признали, тем больше будет информации о том, как проводят выборы абхазские власти, народ Абхазии, как принимает участие. И у нас есть возможность через данных международных экспертов доносить для той аудитории, которая не имеет для нас информации той доступной и реальной, потому что вы знаете, что многие страны не только выборы Абхазии, они государства не признают. Вот. Но тем не менее, мы не должны на это обращать внимание. Самое главное, что мы сами себя признали, и дружественные нам страны оказали этот кредит доверия, также признав суверенитет и независимость нашей страны. И эта независимость, несомненно, будет возрастать через вот такого рода демократические институты, как правозащитные организации, как Центральные избирательные комиссии тех или иных стран, и через таких специалистов, как Вито Британия, и из Сербской республики, из Французской республики, из Итальянской республики были, как я ранее до этого говорил. Они в своих странах будут публиковать те видения, которые они здесь, на что они обратили внимание. Тем более у них опыт есть международного наблюдения. Вот. Что касается того, что выводы и доклады, они тоже будут, как я ранее говорил, опубликованы для того, чтобы мы могли это уже использовать не только в теории, но и в практике. Если я правильно вас поняла, это своего рода трансляция в мир о развитии демократических институтов в нашей стране. Дело в том, что когда Да. говорят суверенная, независимая, демократическая республика, то народоизъявление, оно должно проходить через как раз таки выборные процессы, через Сквозь институты призму. выборных процессов. Поэтому мы для того, чтобы не просто декларативно к этому подходили, мы должны реально к этому подходить и воплощать в жизнь эти необходимые принципы открытости, прозрачности выборов. И они должны иметь доступ к тому, чтобы мы это все демонстративно можем им показать. Вы знаете, что на выборах президента Республики Абхазии в 2022 году на парламентских и за всю историю проведения предыдущих выборов мы всегда были открыты, чтобы не было такого впечатления, что у нас закрытое государство, что мы не хотим, чтобы у международных экспертов была возможность наблюдать, как мы проводим выборы. Нам нечего скрывать, мы наоборот заинтересованы в том, чтобы в наших процессах открыто участвовали те представители разных стран, которые могли бы правдивую информацию донести. Вот. Если мы будем закрыты, наоборот, больше интерес будет вызывать через какие-то, наверное, агентурные сети, и для того, чтобы понять, что мы здесь скрываем. А по факту нет никакого закрытого подхода. Вы видите, и международные наблюдатели, они тоже неоднократно подчеркивали, что мы открыты. И я думаю, что в этом отношении нас никто не сможет обвинить о том, что мы как-то можем от кого-то какие-то процессы скрывать. Поэтому мы заинтересованы в такого рода мероприятиях. Да, и, кстати, на последних наших выборах международные наблюдатели отмечали как раз такую спокойную атмосферу в период выборов, что это достаточно демократично все проходит. Но я бы не сказал, что они прямо все отмечали, что у нас все спокойно проходит. Наоборот, они видели, как мы бурно реагируем на те или иные процессы, но тем не менее в доброжелательной обстановке все это проходило, да. Как в период непосредственно выборов, когда идет жесткая конкуренция, тогда, конечно, сторонники одних из кандидатов, они могут их самообладание
может взять верх над их разумом. Бывают такие тоже моменты. Но, слава богу, такого рода инциденты, они были единичные. Вот. И исходя из выборного законодательства, международные наблюдатели отмечали, что мы в рамках закона все это проводили. Вот. И общество, я думаю, что они тоже видят, что мы все необходимое, то, что входит в наши полномочия и компетенции, мы это делаем. Ну и в завершении хотелось бы поинтересоваться у вас, Дмитрий Зурабович, все-таки вы провели первую такую масштабную международную электоральную конференцию, и на мой взгляд она прошла достаточно успешно и была информативна. Скажите, пожалуйста, планируете ли вы проводить аналогичные мероприятия в нашей стране? Я думаю, что та встреча, которая была проведена в виде международной электоральной конференции, она будет более широко освещена и абхазским телевидением на телеканале Абаза, потому что фрагментарные были снимки. Вот. Дело в том, что мы заинтересованы в том, чтобы обмен опытом и теоретическим, и практическим он продолжался. И чем больше у тебя есть знаний в выборном законодательстве, чем больше у тебя есть знаний и практического опыта, тем лучше и отечественное законодательство в порядок приводить. И, соответственно, ты уже не будешь, то есть твое государство, твои органы не будут совершать тех ошибок, которые были допущены в мире в целом. Поэтому мы в этом заинтересованы. Благодарю вас за беседу. Спасибо. Спасибо вам за внимание.